прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Признание высшей пробы. В Кремле госнаградами наградили выдающихся татарстанцев. Кто они и что теперь ощущают, об этом Рамиль Шайдуллин. Цены ниже, спрос выше. Говядина, конина. Как прошли последние сельхозярмарки этой весны, расскажет Слават Мухаммадулян. Посадили молодежь, чтобы дышалось легче. И особенно вот сейчас, когда такая плохая экология, они очень необходимы нам. Как посадка деревьев объединяет людей разных профессий. Сергей Хайдаров. Последний день Великого Поста. Вчера я до 2 ночи пекла куличи с молитвами. Как готовиться к Пасхе православной и что нужно обязательно сделать за день до священного праздника, расскажет Зарина Ахметова. Всем известно с детства юмористическое шоу. Молодец, неправильно садись. Примерный показ увидела Юлия Муратова. Ветераны Великой Отечественной, артисты и люди труда, инженеры и гуманитарии. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов вручает государственные награды России и Республики. В списке 49 имен, и каждый из них прошел долгий и сложный путь, чтобы сегодня принять награду из рук президента. Что они чувствовали в эти минуты, узнал Рамиль Шайдуллин. Чеканя шаг в золоте и под фанфары. Так в Кремле представляют госнаградам. Сегодня их получают те, кто внес самый весомый вклад в развитие республики и страны. Дорогие друзья, отрадно отметить, что сегодня среди награждаемых представители различных рабочих профессий. Ваш напряженный и творческий труд – основа успеха самых крупных производств нашей республики. Четверть века Валентина Кирхеева предана одной единственной профессии – доярке. За это ей звание заслуженного животновода республики. Совсем не думала. Первый раз такое ощущение у меня. Волнуюсь, не могу. В зале живой оркестр и десятки выдающихся татарстанцев в преддверии праздника весны и труда. А в Гербовом зале праздник уже сегодня, день наград. Награждают мало того, что за заслуги в культуре, спорте, экономике. Список можно продолжать и продолжать, но и победе, нашей победе. Алексей Комлев в свои 93, как сегодня, помнит День Великой Победы. Его он встретил в Восточной Пруссии. За плечами героические битвы за Отечество. Теперь на груди еще одна медаль за заслуги перед Республикой Татарстан. Я поддерживаю спортивную форму, занимаюсь собой, стараюсь встретить в будущем и 75-ю годовщину Победы. Когда награждают участников войны, зал аплодирует стоя. Медхату Сафарову из Арского района. Он воевал на Белорусском фронте. Миннигуль Салихуддиновой, она ребенком в войну наравне со взрослыми трудилась в тылу. Что если жизнь посвятить музыке? Получаются хиты и народная любовь. По крайней мере, у Гузель Уразовой это именно так. Музыка должна быть в первую очередь врождена в тебе. Когда уже ты ее развиваешь, конечно же, она уже ты творишь для всех. А так, заслуженная артистка республики сегодня стала народной. Восхищению нет предела сегодня. Чувство нас переполняет, чувство радости за те высокие звания, награды. Именно так. Имена десятков людей сегодня вписали в историю Татарстана. Госнаграды страны и республики сегодня получили 49 человек. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, Вероника Гайнутдинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Оладьи для президента, фермерские продукты для покупателей и золотое время для продавцов. Сегодня в республике последние сельхозярмарки этой весны. Одну из них в Казани посетил Рустам Минниханов. Цены на прилавках ниже, чем в магазинах. Почти весь товарный запас разбирается за пару часов. Как провожали ярмарки до осени, увидел Слават Мухаммадулян. Такая красота. И такие отзывы покупателей – гордость фермеров. У них ярмарка – настоящий сабантуй. Мясо, овощи, молочка – все татарстанское. А качество сегодня проверяет президент. Говядина, конина.
Фермеры наши, кстати, как настоящие маркетологи. Для горожан не только экопродукты, но и развлечения. На Майдане играет баян, а для желающих чай, блины и оладьи. Очень хлебосольная ярмарка, много товаров. Ну, в общем, есть чем поживиться. А цены? Цены радуют. Ну, радует то, что татарстанская продукция, как бы вот, то, что вроде как-то более-менее сельхоз. Свое родное? Свое родное, да. Уже через несколько часов после начала ярмарки некоторые палатки начинают сворачиваться, а грузовики разъезжаться, и вот даже появляются целые ряды пустых квадратов. А дело в том, что просто все продано. А потому для тех, кто субботним утром решил поспать, агропромышленный парк. Здесь уже стационарные прилавки. Цены примерно те же, что и на улице. Кому нужно молочные продукции? Ведь все-таки, например, некоторые такие товары, которые не продаются на ярмарке. То есть вы друг другу помогаете, не конкурируете? Нет, у нас как-то все обоюдно. Сегодня последние сельхозярмарки этой весны прошли в Казани, Челнах и Зеленодольском районе. Для нас это чисто социальный проект. Практически здесь мало кто выигрывает какие-то, скажем, табыш. Цены, безусловно, выдерживаются, какие мы договаривались, чтобы они на процентов 15-20 минимум были ниже, чем на торговых сетях. Вернутся фермеры на городские ярмарки уже осенью с новым урожаем. Слава Ахмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. С завтрашнего дня в Татарстане кардинально похолодает. Как сообщает Гидрометцентр, на республику надвигается холодный атмосферный фронт. Ожидаются сильный порывистый ветер, дожди и мокрый снег. В начале следующей недели ночью температура будет опускаться до минус 5 градусов, днем подниматься всего до плюс 10. Как отмечают, эти среднесуточные температуры на 8 градусов ниже нормы. Такая погода, конечно же, неблагоприятна для посевной. Она сейчас идет в республике. На площади 300 тысяч гектаров засели яровые. Как доложил сегодня на субботнем совещании в Доме правительства Марат Ахметов, сейчас важно завершить закрытие влаги на полях. План выполнен на 2/3. С озимыми же возникли серьезные проблемы. На большей половине посевных площадей растения погибли. Даже на тех полях, где все сделано вроде по науке, и предшественник был хороший, и семена высокорепродукционные, на этих полях тоже есть проблемы. По грубым расчетам, прямой ущерб составит около 1,5 миллиарда рублей, тем более впереди опять прогнозируются еще ночные минусовые температуры. Сегодня во второй половине Рустам Минниханов отправился с рабочим визитом в Туркменистан. По приглашению президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова он в качестве почетного гостя примет участие в национальном празднике Дне Ахалтекинского скакуна. Сегодня же вечером президент Татарстана намерен встретиться с татарами, проживающих в Туркменистане. Их примерно 2000. Отметим, что с Туркменистаном у Татарстана налажено хорошее бизнес-сотрудничество. В минувшем году товарооборот составил почти 24 миллиона долларов США. Нужно усилить работу по подготовке проектов общественных пространств. Такое поручение сегодня дали в Доме правительства. Президенту доложили о том, как в республике идет капитальный ремонт. В этом году в Татарстане запланировано обновить без малого 1000 многоквартирных домов почти во всех районах. Капремонт коснется и порядка 200 социальных объектов. Это сельсоветы, подростковые клубы, дома культуры. Работы уже начались. На текущую дату работы ведутся на 176 многоквартирным жилым домам. В части программ капитального ремонта из 14 программ по 8 у нас ожидается проведение аукционов. Самострои идут под снос. В Казани началась новая волна борьбы с незаконными торговыми постройками. В планах города снести более 50 зданий, но владельцы первых кафе, уже оказавшихся под гусеницами тракторов, считают это незаконным. Подробнее о том, кто прав и каким шатрам и домикам все же ждать приезда экскаваторов, читайте в интернет-газете «Реальное время». Чтобы дышалось легче, сегодня в Татарстане стартовал день посадки леса. Лесники, ветераны, судьи, сотрудники министерств. К этой акции присоединились тысячи татарстанцев совершенно разных профессий. Вместе за один день они посадили почти 3 миллиона саженцев. Это сосны, ели, липы и рябины. Как в лес молодежь завезли, увидел Сергей Хайдаров. Быстро и ловко. Кажется, в этом лесу высадился целый зеленый десант. Сначала получают орудия труда, саженцы и в бой. На посадку люди приезжают целыми семьями. Хочется не только у себя в саду, но и что-то для людей сделать, которые там вокруг ходят. Ну, наши дети, может быть, будут гулять. На самом деле для себя мы там тоже гуляем. В общем, неравнодушных здесь сотни. На посадке представители самых разных профессий. Некоторые даже переодеться не успевали. Немножко поработал, потом сюда на автобусе.
Ветеринары, инженеры, лесники, судьи. Настроение такое, что сами не заметили, как засадили лес. А это 18 тысяч саженцев. Шикарно, погода радует. Мы занимаемся благим делом. Ежегодная акция, мы всегда в ней участвуем. И вообще, мне кажется, это для детей очень нужное, правильное дело. И для нас тоже. Через несколько десятилетий здесь появится настоящий лес. И впоследствии чего я могу говорить всем своим родственникам, что именно этот лес сажала я и мамины коллеги. Они еще молодые и совсем не окрепшие, но уже совсем скоро в этом сосновом бору вырастут новые, мощные, красивые деревья. И каждый человек, который будет прогуливаться здесь, сможет узнать, кто к этому приложил руку. К примеру, вот эта посадка — Министерство спорта Республики Татарстан. И вот таких табличек по всему лесу очень много. Это наша аллея. И у каждой елки тут есть свое имя. Вот это, например, елка Шаян, там елка Биби. А это уже Казань. Здесь еще одна точка посадки деревьев. Поддержать акцию пришли многие, среди них и наши коллеги, ведущие Шаян ТВ. В целом, только сегодня по всей республике посадили больше 3 миллионов деревьев. Особый акцент на проблемные зоны. Это Столбищенское участковое лесничество около поселка Вороновки, это поселок Шигалеево в Петричинском районе и около поселка Дачного в Высокогорском районе. Таким образом, пробелов и залысин в татарстанских лесах будет все меньше, по крайней мере, если эта акция будет повторяться, как обещают организаторы. Сергей Хайдаров, Алина Мусина, Вадим Илларионов, Алмаз Заединов, ТНВ Татарстан. Лесные пожары, наводнения и землетрясения. Вот уже 370 лет пожарная охрана России укрощает стихию. Сегодня в Казани прошел городской праздник, посвященный этому юбилею. Ленар Гинатуллин увидел, чем славится пожарная дружина. Их работа по-настоящему опасна и трудна. Сегодня Парк Победы похож на место стихийного бедствия. Но улыбки на лицах спасателей говорят об обратном. Это праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России. В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет. Ваша работа требует от человека особых качеств, высочайшей компетентности, исключительной собранности и личного мужества. Вначале дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. А уже после ряды пополняют новыми силами. 10 новобранцев сегодня приняли присягу. Дмитрий Пентелеев один из них. Тушили уж дома обычные, частные. Квартиры также эвакуировали. Людей эвакуацию производили в задымленном подъезде. Это курсанты, которые еще не дали клятву, но свое дело знают на 5 с плюсом. 21 секунда для полной обмундировки. Эта задача для девочек из Тетюшского колледжа гражданской защиты слишком проста, они уже готовы на большее. Но кроме того, как зверюшек, птичек, кошечек, у меня никого не было. Вот, на этом у меня еще все впереди. Наградить медалью МЧС России за отвагу на пожаре Афанасьева Сергея Александровича. С них молодежь смело может брать пример. Сергей Афанасьев награжден за отвагу при пожаре в мае прошлого года. Под его руководством удалось ликвидировать пожар на автосервисной улице. Горели лакокрасочные изделия, могли быть и жертвы. Мы подали лафетный ствол на тушение, тем самым предотвратили дальнейшее распространение пожара. Награды сегодня получают спасатели, ветераны службы и даже журналисты. Телерадиокомпания «Татарстан. Новый век» ТНВ. Заместитель генерального директора нашего телеканала по информационному вещанию Мадина Тимирдянова удостоена медали за содружество во имя спасения. Почетной грамотой отмечен руководитель службы новостей Сария Хабибуллина. Самое яркое и зрелищное для всех зрителей и гостей праздника – эстафета по боевому развертыванию и тушению условного пожара. Демонстрация спасательной техники. Мы хотим посмотреть, как тут все устроено. И как вам нравится? Да! Огнетушитель. Огнетушитель, еще что? Ну просто она крутая, большая. Когда было, что буду ездить на этой машине пожарной. Здесь каждый мог убедиться, что сегодня государственная противопожарная служба – это мощная оперативная служба с лучшими кадрами, современной техникой и хорошей научной базой. Ежегодно они совершают около 2 миллионов выездов и спасают от гибели более 90 тысяч человек. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Расскажи о себе ярко и креативно и получи путевку в финал. На нашем канале идет второй тур конкурса «Айда на ТНВ». Задание – снять видеоролик самопрезентацию. Как угодно. На профессиональную видеокамеру, попросить друга на мобильный телефон или даже на экшн-камеру. Нет никаких ограничений. Видеопрезентацию нужно прислать на этот электронный адрес. Работа должна быть до 2 минут в формате MP4. Срок до 30 апреля. Великая суббота. Сегодня у православных последний день поста. Уже завтра, в главный праздник Святой Пасхи, на столах будут красоваться куличи и яйца. Накануне Светлого Христового воскресения верующие пришли на утреннюю службу с митрополитом, причастились и осветили главные символы праздника. На утреннюю службу семья Бескровных пришла не с пустыми руками. В руках куличи и яйца. Для Альбины этот пост первый. Недавно она приняла православие. Теперь ее второе имя – Алевтина. Вчера я до 2 ночи пекла куличи с молитвами. Красили мы всей семьей яйца. У нас это уже традиция. Великая суббота перед Пасхой – это последнее испытание для верующих. Уже завтра разговение. А значит, сегодня нужно сделать все последние приготовления. И главное – причаститься. Наверное, это вот единственный день в году, когда мы задумываемся о другом, о чем-то более высшем, более важном. Именно в церкви ощущаешь именно это присутствие Христа, праздник, проникаешься всем его подвигом. Да, освещайте. Прежде чем главные атрибуты Великой Пасхи украсят стол, их освещают. В праздник владыка Феофан советует разделить еду не только со своими близкими, но и с теми, кто нуждается. Когда собирала мать нам корзиночки детям и говорила: отнеси души, отнеси Маши, потому что мы послевоенное время, они вдовы остались, и мы делились от малого избытка с тем, кто не имел вообще ничего. А уже завтра освященные яйца и куличи будут раздавать детям. Наверное, каждый православный помнит, как, будучи ребенком, бегал по деревне и собирал угощения. Ну и, конечно, нужно будет сказать заветные слова. Христос воскресе! Воистину воскрес! Спасибо. Уже в эту ночь в 23 часа 30 минут состоится праздничное богослужение в Раивском монастыре. В полночь крестный ход. После службы в Казани организуют спецподачу транспорта на остановке Центральный стадион в 2 часа. В Елабуге график работы общественного транспорта в пасхальную ночь также продлится до 2 часов ночи. В Нижнекамске автобус от храма будет отходить в 2 часа 30 минут. Доехать до дома после пасхальной службы на автобусе смогут и жители Челнов. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны. Казанская студия «Ералаш» представил свой новый киносезон. На премьерный показ татарстанских актеров приехал специальный гость Борис Грачевский. Над созданием выпуска юные студийцы трудились больше полугода. Многие увидели себя в главной роли на большом экране впервые. С восходящими звездами пообщалась Юлия Муратова. Человек 50. Анна Саидова в «Ералаше» всего полгода, но чувствует себя уверенно. Пока не в главной роли, но верит, скоро получит и такой опыт. Сыграв девочку-хвастунью, попала на экран популярного киножурнала. Не было ничего трудного, это все легко и просто от души снималось. Очень трудно было во время съемок, потому что были очень смешные моменты, и периодически было трудно сдерживаться. А самым маленьким актерам всего 5 лет. Оптимизм, нестандартность и артистизм – тот набор, с которым обязан себя попробовать в кадре любой ребенок, считают эксперты. Играла уборщицу. Так. И я, когда зашла в офис, как меня достали все эти работнички, как дети малые. Благодаря Ералашу я снялась в кино. Над новым киносезоном юные звезды казанской студии работали 8 месяцев. Продумывали сценарий, проводили кастинг и подбирали роли. Всем участникам не более 25 лет. Сегодня премьерный показ, далее выход на экран региональных и кабельных каналов. Очень красивая локация. Мы снимали в новой школе в 181-м. Ералаш – это вообще такая очень тонкая вещь. И параллели может найти для себя и как взрослый человек, так и ребенок. Молодец, неправильно садись.
Не только увидеть себя на экране, но и пообщаться с легендой детского юмора Борисом Грачевским. Ребята смогли напрямую задать вопросы, услышать секрет актерского мастерства и просто посмеяться. Ералаш снял уже 56 часов юмористических историй. Теперь в кадре могут оказаться не только московские актеры. Все дети должны пробовать себя. Студия, которая работает здесь в Казани, одна из лучших наших студий. У нас их практически 30 по стране. Многие увидели себя в главной роли на большом экране впервые. Останавливаться не собираются. Фото на память специальным гостям, призы и подарки. Так завершился большой показ казанской студии. Скоро и новый кастинг. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Все самое интересное и яркое в сети за неделю в нашей постоянной рубрике с Арманом Костаняном. Всем привет! Суббота. Еще одна суббота, которая приблизила нас к долгожданным майским выходным. И в соцсетях пользователи уже обсуждают, как они будут проводить свои свободные дни. Но мой вам совет – отвлекитесь, пожалуйста, хотя бы в эти выходные от своих смартфонов. А то со стороны будете выглядеть примерно вот так. Это рубрика «В сети». Начнем. За один день ролик облетел весь Рунет. В соседней республике Мариэл в городе Волжск полицейские в прямом смысле этого слова потеряли задержанного. Вышел и пошел по своим делам. Но прогулка его продолжалась недолго. Полицейские вскоре заметили пропажу, вернулись и довезли пассажира до пункта назначения. Причем непонятно, как он вообще смог открыть дверь изнутри. Это же как-то предусмотрено должно быть. Или там дверь держится на старом дедовском способе, на веревочке. Но, судя по состоянию пассажира, это был вообще неумышленный побег. Если в Волжске полицейские немного рассеянные, то в Казани полицейские впечатлительные. Сезон открылся, и на чаше вновь столпотворение машин и дрифтеров. Ну а полицейские не смогли оторвать глаз от мастерства водителя «семерки». Не удивлюсь, если они скоро начнут сами давать мастер-класс по дрифтингу. В сети бурно обсуждают выборы президента Украины, а точнее, что им уже стал Владимир Зеленский. И народное творчество не заставило себя долго ждать. Пользователи сети предположили, кто из юмористов тоже мог претендовать на пост президента. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Рустам Минниханов, как истинный блогер, начал свою неделю с фото своей обуви. Затем прокатился на вездеходе. И тут у нас под постом самый забавный комментарий. Чего только русские не придумают, чтобы дорог не строить. Ну, это уж не про наши татарстанские дороги. Затем президент в своем юмористическом стиле поздравил мэра Казани Ильсура Метшина с юбилеем. Ну а вчера Рустам Минниханов выложил ролик в честь дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Быстренько пробежимся по инстаграм-страничкам наших звезд. Салават Фатхетдинов хотел пригласить к себе в подтанцовку уточек, но безуспешно. Либо по-татарски они не поняли, либо гонорар слишком маленький предложил. Помощник президента Наталья Фишман вышла замуж за Тимура Бекмамбетова. Да-да, за того самого режиссера. Совсем скоро 1 мая, День труда. Специально к этому празднику совместно с поисковой системой Яндекс собрали статистику поисковых запросов про работу. То есть, кем хотят стать наши татарстанцы. Большинство татарстанцев хотели бы стать хакерами, взламывать компьютеры и так далее. Ну, на самом деле, наша республика сильно продвинута в информационных технологиях, так что вскоре так и будет. Вторая по популярности работа – блогер. Век Инстаграма и Ютуба. Сейчас все, кому не лень, снимают ролики в погоне за популярностью. Привет, мои дорогие подписчики. Подписывайтесь на... простите. И замыкает топ должностей депутат. Татарстанцы хотят стать депутатами. Ну, а кто им не хочет стать? Ну, если только блогер или хакер. Так что, друзья, всех с наступающим праздником. Желаю каждому из вас определиться со своей профессией. Если вы, конечно, не хакер или депутат. А если вы хотите стать блогером, то обращаюсь к вашим родителям. Крепитесь. На этом сегодня все. И напоследок вам видео с зажигательными татарскими танцами в центре Казани. Всем хороших выходных. Будьте в сети. Пока.
И на этом все. Впереди прогноз погоды. До встречи в 21:30. Эксклюзивная коллекция ювелирных изделий с бриллиантами. Со скидкой 45% во всех ювелирных салонах «Изумруд». Подробности 518 93 23. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника Кузлер. Устаревшие роутеры пытаются казаться современными. Дом.ру – это высокоскоростные роутеры и самый быстрый домашний интернет в России по версии Speedtest. Обнови роутер, и скорости хватит на все. Здравствуйте! В предстоящие сутки в Татарстане пройдут дожди, ветер будет порывистым, температура резко понизится. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил-мастер.рф. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно и дождливо. Дневные температуры плюс 13. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге днем всего 6 градусов тепла и также ожидаются осадки. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске ночные температуры будут выше, чем дневные. Ночью плюс 10, днем 6 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси дожди пройдут в ночное время и днем. Температура воздуха плюс 7. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном будет пасмурно и сыро, около 10 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, температуру воздуха от 6 до 12 градусов. В понедельник прохладная погода сохранится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». 28 апреля для Казани будет пасмурным и прохладным. Дневные температуры плюс 7, плюс 9. Пройдут дожди. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.